Такая необычная и захватывающая выставка под названием «Возвращение демиургов 2» открылась в библиотеке имени Франко в Ахмеджите. Ее автор – известный художник-монументалист, исследователь истории и теории искусства, основатель и куратор галереи «Крымское ханство» Исмет Шейхзаде. Над созданием этой экспозиции он работал в течение многих лет. Эта выставка, скажем так, этапная, и она скажем, таких моих уже ревизиях, да, моего же, собственно, взгляда, извините за тавтологию, на историю мирового искусства. Поэтому она и называется «Возвращение демиургов», имея в виду, конечно, тех великих титанов прошлого, да, которые себя и позиционировали как некие такие полубоги Тевбера. Но, тем не менее, это европейский ренессанс такой был. И вот у меня это вылилось, вот этот процесс у меня вылился в ряд даже открытий, я бы сказал. Материалы ее как бы вот ресурс такой, назовем творческий, да, интеллектуальный, творческий, конечно, он годами, десятилетиями зрел. У меня здесь микшируются на экспозиции как мои произведения, которые я создавал на базе этого опыта и с учетом вот этих вот приоритетов в истории мирового искусства, да, скажем, и те подлинные образцы, которые удалось сфотографировать. В ходе исследовательских работ Исмет Шейхзаде сделал ряд открытий в творчестве титанов эпохи Возрождения – Микеланджело, Веронезе, да Винчи. Эти открытия и легли в основу экспозиции «Возвращение демиургов». Первый, прежде всего, и главный из них – это новые, точнее, ранее неизвестные произведения Микеланджело, которые обнаружены в Крыму. Вот в стенах этой библиотеки они фактически вот родились, эти открытия, потому что здесь я исследовал весь корпус литературы. И еще одно интересное наблюдение, я не скажу, что это открытие, но это наблюдение. Если вы посмотрите на подлинные портреты Микеланджело, на те, которые сделаны на основе его посмертных масок, скажем, да, документальные изображения, он внешне выглядит как монголоид. Антропологически он монголоид, то есть широкие скулы, такой вот он азиатское лицо у него. Откуда в Италии в 15-16 веке мог появиться такой монголоидного типа человек, да? И вот тут возникает очень интересная для нас картина вопроса, да? Его предки по материнской, подчеркиваю, по женской линии принадлежали к неким военным кланам Золотой Орды, которые были проданы в рабство из нашей Кафы. Кто-то из его предков, там, прабабушка или прадедушка, вот так вот, был продан, интернирован из Крыма сюда, в Италию, в смысле. Интерес посетителей вызвали и инсталляции с произведениями безымянных авторов декора Бахчисарайского дворца, канцелярии крымских ханов. Золотой нитью, связавшей представленные на выставке произведения, будь то живопись или масштабный объект, автор называет взаимосвязь Востока и Запада. На выставке также представлено театрально-декоративное творчество на примере сценических декораций спектакля «Собака на сене». Посетители отметили, насколько скрупулезную и глубокую работу проделал автор. Все пропитано историей, все пропитано чем-то таким, ну, я не могу сказать древним, но чем-то прекрасным. И театр, тут и история и Казани, и Крыма есть немного история, и мы узнали новое, то, что нам не дают в школах. То есть очень качественная выставка и очень интересная. Очень интересная выставка тем, что она в первую очередь нас направляет в крымско-татарскую культуру. Очень рада то, что смогла посетить данную выставку, увидеть еще раз создателя этой выставки и то, что смогла еще раз наблюдать за столь прекрасными шедеврами данного человека. Высокий уровень представленных работ и исследований отметили и коллеги Исмета Шейхзаде. Исмет Шейхзаде – это один из первых художников, который работал и начал работать в форме инсталляции. Вот. И вот здесь, конечно, очень интересная экспозиция. Здесь разные объекты и разного периода. И я думаю, здесь, конечно, надо приходить, и с первого раза, может быть, многие вещи будут непонятны. Просто надо знать историю того же Микеланджело, Зулейху Бекирову и Крымское ханство. То есть он как бы вот об этом здесь.
Выставка «Возвращение демиургов 2» в библиотеке имени Франко продлится до середины апреля.